Россия выделит на развитие глэмпинга в Абхазии 150 миллионов рублей в следующем году. О перспективах этого направления будем говорить в студии с министром туризма Астамуром Логуа. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что с нами. Спасибо. Вот такая прекрасная новость, что в следующем году будет профинансировано направление глэмпинге и 150 миллионов на развитие этого направления. Как вы сами оцениваете эту новость? В первую очередь, хочется выразить благодарность за то, что инициатива, которую мы буквально с мая месяца о ней говорили, нашла поддержку. И тут надо отметить и позицию руководства Абхазии. Мы говорили об этом и с Бадрой Зурабовичем, и с Владимиром Валерьевичем, и позиция была едина, что это интересно, что это новый вид размещения, активно развивающийся во всем мире, в том числе в соседней Российской Федерации. И у Российской Федерации есть колоссальный опыт, уже накоплен, за буквально короткий срок. То, как эта история зашла, как она нравится людям, как люди пользуются, услугами таких глэмпинг-отелей, поселков. Вообще вся эта история, конечно, имеет глубокую составляющую, но если говорить конкретно о развитии на территории соседней России, то все это началось активно в период ковидных ограничений. И немного даже раньше, можно сказать, чуть раньше, но вот именно года. В ковид прям импульс придало. И сейчас это очень популярно и пользуется спросом. Да и мы здесь, в Абхазии, давайте будем честны, мы видим, что наши люди стараются, строя объекты размещения. Во-первых, что такое глэмпинг? Это все, что в принципе не капитально построено. То есть то, что мы называем деревянными коттеджами разных видов и форм, то, что мы называем афреймы, барнхаусы, все это глэмпинг. Понимаете, помимо, скажем так, симпатичных таких интересных палаток в виде шаров и так далее, шатров, это все глэмпинг. И наверняка один из самых раскрученных и достаточно известных в Абхазии таких глэмпингов является Гаруда глэмпинг. Честно говоря, вы можете и у самого руководителя этого проекта поинтересоваться по популярности, по заполняемости. Я лично знаю, что это очень популярно и очень хорошая заполняемость этого объекта, который уже несколько лет на рынке нашем представлен. И потому мне кажется, что это единение с природой, в том числе это не просто палатка, но и со всеми удобствами, скажем так, палатка, она, конечно, вызывает интерес соответственно, у туристов. Поэтому я считаю, что, безусловно, это будет абсолютно точно интересно для наших гостей, которые посещают Абхазию. Другое дело, что по-разному можно представить, где должны быть организованы эти поселки такого рода, глэмпинги. Я все-таки склоняюсь к тому, что это будет предгорная и горная местность. Изначально, вообще, когда в таком направлении говорили, в том числе в России, обсуждались идеи размещения этих глэмпингов в местах, где капитальное строительство запрещено. И в Абхазии можно было бы этому пути следовать. Но, как мы видим, глэмпинги появляются сейчас не на территории национальных парков, а наоборот, они изначально начались, вы про Гаруда глэмпинг вспомнили, это в Сухумском районе находится. Это не заповедная территория, это не национальный парк. Абсолютно. Вы поймите, что у нас даже самого понятия глэмпинга нету ни в каком законе, ни в каком нормативном акте. Пока не прописано, не говоря уже, где они могут быть расположены. Как раз конкретно сейчас мы свою версию, скажем так, дорабатываем программы глэмпиньерства и конкретно под это финансирование. Потому как, если, опять же, брать опыт Российской Федерации, это все-таки программа в России действует, у них есть какие-то критерии, условия, где это можно строить, на какой земле, в какой удаленности от, допустим, где-то, если в Краснодарском крае, то море имеется в виду, и, соответственно, сколько стоит, какие требования к самому этому глэмпингу. Все это прописано в России. И у них есть две программы. Одна из них
это 1+1, можно сказать, когда человек подается на программу эту в России, а если его земельный участок и все остальное соответствует всем требованиям, и он прошел отбор, 1+1 означает, что человек, который заявился на 20, допустим, глэмпингов, 10 из них он должен сам построить, 10 ему субсидирует. То есть абсолютно безвозвратно выделяет на 10 домиков, соответственно, финансовые средства. А это одна версия. Вторая версия у них есть, насколько мне известно, это когда уже действующие объекты просят субсидию на расширение. Там, допустим, опять же, у тебя там 15-20 глэмпингов, и ты можешь податься на столько же, чтобы субсидировало государство. Формы разные, виды разные, есть критерии по цене, допустим, той же. Не больше там 3 миллионов в России по одной программе, по другой программе не менее 1 миллиона должен стоить, да, сам глэмпинг. Поэтому надо все это учесть и применить это все, исходя из наших существующих реалий, в первую очередь, и, безусловно, исходя из прогнозирования будущего, какой мы хотим видеть глэмпинг в Абхазии, какого уровня, и что это должно быть. Это не просто же место размещения, да, там, тем более, когда это удаленный участок от, скажем так, городской суеты, да, и это должно быть, там организовано питание, какой-то досуг. Досуг обязательно, потому как вы, наверное, слышали, я уже не раз говорил вообще о досуговом бизнесе, которого не хватает Абхазии. Это, опять же, со слов даже наших гостей, посещающих Абхазию. И вот все это вместе должно располагаться в одном поселке. Ну, так, по мне, так идеально должно быть. Мы пока не знаем, как эти деньги будут распределяться. То есть вначале вы должны создать какую-то законодательную базу. Тогда вопрос возникает. Мы много раз обсуждали с вами, с предыдущим министром, закон о туризме. Вот в отсутствии основного закона можно ли разработать, конечно, нормативную базу? Во-первых, хочу какую-то приятную, наверное, новость сказать, что закон о туризме, точнее, проект закона нами подготовлен. Сейчас его изучают соответствующие, скажем так, службы. И недавно я был на парламентском комитете по экономике у Реза Владоновича. И я оставил проект закона, как раз написанный, предложенный Министерством туризма. Как нам кажется, это современный проект, отражающий сегодняшнюю действительность, не только сегодняшнюю, но и какое-то развитие в будущем. И вот этот проект мы отдали не только ему, но и заинтересованным лицам, занимающимся в сфере туризма. Это экскурсионное сообщество, это представители ательеров, бизнеса такого. И ждем, конечно, предложений. Мы, безусловно, не говорим, что это вот все законченный вариант, и мы написали, подготовили его, надо сейчас же принять. Как раз мы ждем обратной связи, очень надеемся на совместную плодотворную работу. Даже у нас была встреча после парламента, и мы договорились, что такой, скажем так, дедлайн до 1-2 декабря встречаемся уже с конкретными предложениями от вот этих сообществ, чтобы их рассмотреть, и если эти изменения или, скажем так, их видение будет соответствовать тому, как мы видим развитие в общем, то они попадут в закон, и тогда мы уже будем проводить процедуру через депутата парламента или через администрацию президента, пробовать его внедрение, да, и принятие в парламенте. Очень надеюсь, что с этим созывом парламента мы доработаем до окончания срока 7-го созыва для того, чтобы принять закон о туризме. Хорошо, это прекрасная новость. Но, кстати, вы сказали, это не отменяет одно от другого, да, само понятие глэмпинг может быть утверждено, есть другие формы постановления правительства и так далее. И все это можно реализовать, потому что мы не можем ждать закона, который планируется в течение минимум года, я так оптимистично настроен, принять, чтобы не реализовать эту программу. Сейчас самое главное для нас — это написать критерии программы, как это будет действовать, кто может подаваться, по каким критериям будут отбираться проекты, а потом уже, даст Бог, реализуем эти проекты. Более того, я хочу абсолютно точно отметить вот еще, что мы амбициозные задачи, когда обсуждаем в абхазском обществе, что хотим прийти к 2030 году к 5 миллионам туристам в год, надо отдать, это не сезон, не 3 месяца, не 4, а в год 5 миллионов туристов, то самым, скажем так, одним из быстрых способов
строительства номерного фонда и как раз-таки является глэмпинг-отели и поселки. И надо тут отдать вот еще должное чему. Все-таки мы недооцениваем потенциал нашего предгорья, горной местности, насколько это интересно гостям и туристам. Вы знаете, абсолютно, не хочу сейчас в телефоне видео показывать, но я видел достаточно интересные предложения, уже оказываемые услуги, частично легально, частично нелегально, но надо отметить, что это интересно для гостей. И иногда это бывают гости абсолютно зарубежных стран, которые платят большие деньги для того, чтобы их на 2-3-дневные туры привозят в горы, оставляют их там, на вертолете привозят, палатки устанавливают обычные. И вот людям это очень интересный турист, и ему интересны наши горы. И обратить надо внимание на то, как это все развивается по другую сторону хребта. Вы, наверное, слышите, видите, как развиваются сегодня курорты Архыза, Домбая, с притоком там новых, и придали новый импульс к развитию, да. Безусловно, и инфраструктура параллельно развивается, и аэропорт новый в Карачаево-Черкесии. И капитальное строительство. Там и капитальное строительство идет, но не совсем глэмпинги. Не, там очень много глэмпинг-отелей, которые, может быть, вы не видели, но я видел и знаю ценник, какой стоит, и насколько они популярны. Практически могу так сказать, что горная часть Северного Кавказа сильно прямо развилась за счет глэмпинг-отелей. Это перспективное направление, но есть люди, которые высказывают опасения, да? Конечно. Когда мы говорим о горной местности, это особо охраняемые территории, и к ним нужен особый подход. И говорить об устойчивом туризме очень важно, чтобы здесь был баланс между сохранением экологии и экономической эффективностью. В этом смысле какие нужно риски предусмотреть? Смотрите, когда опять мы говорим про горы, сохранение баланса и так далее, мы же не говорим о капитальном строительстве. Это не 20-этажные здания, которые строятся, и рельеф меняется и так далее. Как раз речь идет о том, чтобы, не нарушая природу, вписать вот такого рода поселки и придать импульс для развития. А вы знаете, когда мы говорим о горах, зачастую это наши села, которые пустеют. Я могу примеры привести прям близлежащих сел. Давайте, интересно, какие села могли бы быть. Например, я откровенно говорю, что одним из поручений президента было проработать новые маршруты, инфраструктуру на эти маршруты, куда интересно было бы людям ездить. И мне кажется, есть город Сухум и есть Сухумский район. Если вы поднимались в храм, где настоятелем является Свинухов, это бывший совхоз Анастасиади, это прекраснейшие места, это Манея, с которой панорамно видно сегодня Сухумское море, и всего это находится все в 25 километрах от города, от моря. И чтобы вы понимали, зимой там выпадает снег. В свое время там был гостиничный объект огромный. Он сейчас, недоступен, развален. Но дело не в этом. Дело в том, что мы такие дороги закладываем и хотим, чтобы пошло развитие. Знаете, может быть, я сейчас не хочу сказать, что это благодаря моим выражениям, но в будущем можете спросить у владельцев, которые сейчас уже начали строительство глэмпинга по этому направлению. Они начали это, если я не ошибаюсь, в августе месяце, а я об этом говорю с мая месяца. Возможно, что и мы своим... люди чувствуют тренды, в общем-то. Да. И потому мне кажется, что это, наоборот, сохранение и развитие как раз-таки наших сел, которые, как мы все говорим, откровенно говоря, из-за безработицы и сложной ситуации люди покидают. Возможно, что когда появятся объекты, такие красивые, вписанные в природу, не нарушающие никакие, природные или другие, вещи, появятся в селах, мы приостановим отток населения, наоборот, создадим рабочие места. Это опять же вопрос, только что мы о Горуде говорили. Я сам у меня мать моя живет в этом селе, и я знаю, что очень много наших соседей там работает. Нашли себе работу. В этом действительно есть плюсы. Но когда мы говорим о заповедных территориях, ведь Нет, возможность... я о заповедных не говорил. Это в Российской Федерации так указано. Мы, я еще раз повторюсь, пока не приняли решение, где
будем разрешать это строительство. Мы должны вот здесь абсолютно точно, вы подчеркиваете, подойти правильно, продумать. И знаете что? Написать все правила можно. Да, скажем так, и у нас много законов написано. Вот предугадали вы мой следующий вопрос. Все ли они исполняются, вопрос, да? Поэтому надо очень долго думать, стоит ли нам идти путем вот таким и разрешать размещать такого рода глэмпинги в национальных парках. Если честно, вот сейчас меня спросите, скорее нет, чем да. Но в то же время, это же дискуссионный вопрос, да, такой. Я вот просто свое мнение выражаю. Мы запрещаем, не хочу называть один поселок, да, достаточно известный. Мы говорим, что там нельзя ничего строить, кроме охотничьего дома, но там уже прям поселок, где люди отдыхают, проводят время. И, кстати, хочу сказать, что это одно из любимых мест посещения и отдыха наших граждан. Даже не столько туристов. Да, за счет внутреннего туризма. Но опять же, там можно было строить и сегодня по закону только лесной домик для охотника, но в 3 этажа или в 2 этажа по 200 квадратов это не лесные домики, современные, красивые. Дай Господь, чтобы у каждого из нас были такие дома, где мы могли жить. С теплом, с кондиционерами. Да. Поэтому тут вопрос такой, знаете, или надо, принять какую-то реальность и, оформить это все уже как положено, или, наверное, не делать вид, что этого не существует, и бороться с этим. Вот тут абсолютно с вами согласна. Я вот как раз к этому и вас хотела склонить, да, чтобы вы рассказали. Я понимаю, поэтому я сказал, именно про национальные парки очень дискуссионный и очень спорный вопрос. Мне бы не хотелось, написать какие-то правила, которые не будут исполняться, и потом войти в историю нашей страны как человек, который добил или уничтожил ту природную красоту, те национальные парки, о которых мы на бумаге и в разговорах сильно переживаем. Но по факту иногда бывает наоборот. Вот я что хотел Вообще сказать. Про заповедники это отдельная тема, как использовать этот потенциал. Да. И как сохранить, я думаю, что мы обязательно об этом будем отдельно говорить. Но вот что касается глэмпингов, у нас же много неосвоенной красивой территории, интересной для глэмпингов. И с точки зрения вложений, это выгодно для тех, кто будет в этот бизнес включаться. Ну, опять же, вот смотрите. Не так затратно, как капитальное строение. Это вот, знаете, немножко обманчиво. Ей-богу, как минимум настроение мы не тратимся. Расскажу. Смотрите, вот вдруг мы приняли российскую программу за основу, где 1+1, да? Вот давайте подумаем, потом я свяжусь с другим проектом. Мы говорим о том, что 10 домиков человек подался на 10 глэмпингов. Деревянных? Или подождите. Шатры. Допустим, давайте вот минимальные. Смотрите, а нам это нужно очень сильно. Вы знаете, вот мы, обсуждая, я такую позицию тоже слышу. И читаю, кстати, комментарии. Я никакой не торговец землей. Там глэмпинг — это не продажа родины, через него ничего не продается. Здесь это создание комфортных условий для развития туризма в Абхазии, для привлечения нового туриста в страну, не более того. Но дело не в этом. И такие мнения тоже есть, что вот эти деревянные домики пора прекратить строить, например. Вот для вас говорю. Потом мы говорим про, допустим, шатры, да? Шатры из тонкого материала специального. Вы знаете, что их очень тяжело отопить зимой. А если человек будет рассчитывать на короткий сезон только, а в горах люди любят и зимой, в предгорной местности, то эти шатры, не будут подходить под этот вид отдыха. Поэтому, еще раз повторюсь, нет пока критерия, который мы должны утвердить. Но если вы хотите по цифрам, то более или менее так симпатичный, приличный глэмпинг, не деревянный, да, не деревянный и не из материала, это не менее 1 миллиона рублей. Один домик, без оборудования. Минимум 500 000 это оборудование одного домика. Вот и 1,5 миллиона. Теперь представьте себе, я о своих людях в первую очередь говорю, о нашем малом и среднем бизнесе пекусь. Если он подал 10 домиков, получается 1,5 миллиона один. Умножьте на 5, которые он должен сам купить. Это 7,5. Еще 5 он должен дооборудовать. Ему не оборудуют, ему только дом стандартный дают. Это еще 2,5. Это 10 миллионов. Тут нужна еще, поддержка на строительство, допустим, инфраструктуры какой-то вокруг. Мы же говорим о СПА, мы говорим о развитии и так далее. То есть это выходит не так дешево, как кажется людям. Но
все равно буду просить вас дослушать меня. Поэтому мы очень просим и предлагаем разного рода программы, дополнительные к этим программам глэмпинга, поддержки малого и среднего бизнеса. Иначе у нас будут большие проблемы. Даже не с проектом глэмпингов. Кто-то найдется, кто сможет это реализовать. Но нам нужно научиться поддерживать малый и средний бизнес в области туризма, который существует много лет в Абхазии, и который, надо отдать должное, без участия государства зачастую сами своими силами это создавали. Сегодня пришла конкуренция. Я вот многим пытаюсь объяснить. Я так понимаю, что группа компаний по известных наших граждан Сеченава, да, скажем так, они стали покупать большие объекты и приводить их в порядок, строить, ремонтировать где-то с 2018 года. Я так предполагаю, что с 2021 года у них появилось большое количество номерного фонда. Безусловно, как бизнесмен, который хочет развития, он нашел возможность договориться с крупным туроператором. Но до того, как вот этого крупного номерного фонда не было, был малый и средний бизнес, понимаете? И он был, да, безусловно, он заполнялся быстрее, лучше, качественнее. И, казалось бы, все хорошо. Но теперь, чтобы конкурировать с такими крупными объектами, надо создавать условия. Что я подразумеваю? Нужна инфраструктура. В каждом таком маленьком поселке, мы же весь мир видим, да, даже если не бывали, то видим в интернете, в передачах, везде должны быть бассейны, где-то должны быть спа-центры небольшие, банные комплексы. Вот только этим мы можем конкурировать с крупными ательерами, большими. Когда это вот маленький отель, где есть все. То есть вы сейчас имеете в виду поддержку от государства именно владельцам таких нам объектов? Надо искать возможности, я еще раз повторюсь, для того, чтобы создать программу поддержки льготного кредита для вот таких малых и средних отелей, объектов размещения или вообще бизнеса. Причем программа у нас есть, мы ее уже придумали, показываем сегодня коллегам, показываем, скажем так, заинтересованным лицам, надо искать средства. И думаю, что можно найти такие возможности. Очень надеюсь, что мы сможем вместе с руководством страны и с нашим обществом решить такой вопрос. Если мы это сделаем, то абсолютно точно, уверяю вас, это прямая наша работа, чтобы поддерживать и развивать малый и средний бизнес в этой отрасли. И еще надо отметить, мы говорим о большом количестве гостей, да, которые посещают Абхазию. Знаете, даже несмотря на эти крупные отели, которые есть в Абхазии, я думаю, что номерной фонд их сопоставим где-то, проектов, максимум 40%. От всего номерного фонда, может даже меньше. Все остальное это малый и средний бизнес. И не обратить на это внимание. Долю все-таки средний бизнес. Конечно. И это, знаете, это прекрасно. Когда у нас находятся предприимчивые люди, еще раз, которые смогли тем или иным способом создать какой-то бизнес, да, к сожалению, у нас государство... Без поддержки государства. Слабое, да, и кредитные истории, вы сами знаете, как тяжело, да, получить кредит, льготный, дешевый и так далее. Люди это смогли сделать. Я знаю людей, которые продали один объект, второй объект, чтобы вложиться и построить что-то, что передадут, хотят уже передать своим детям. Занимаются предпринимательством, обеспечивают налогами страну, рабочими местами. Рабочие места, налоги, самозанятость, понимаете? Они не стоят на улице, не говорят, дайте нам работу. У них есть своя работа, у них есть свой бизнес. Обеспечивают пенсионеров, абсолютно которым верно. государство У нас-то это же пенсию. именно так, да, работает, что семью содержать, это не значит только свою супругу или ребенка. У нас есть родители, бабушки, дедушки, и вот так все друг другу помогают. И поэтому этих людей надо найти форму, поддержать. Это, может, прямого отношения к глэмпингу не имеет сейчас, но я просто... А в новом бюджете, если прям коротко говорить, на развитие сельского хозяйства 500 миллионов выделят в следующем году. Бюджет еще должны принять в парламенте, но о такой сумме говорят. На развитие туризма нет никаких статей. Знаете, коротко, я можно. Не буду... скажу так, программы мы подаем, пока все обсуждается. Вот так скажу. Но мы находим возможности другие для того, чтобы продвинуть нашу страну, вложиться в рекламу, привлечь людей. Это будет создаваться фонд развития туризма.
такие вещи хотим сделать. Если не через бюджет, то через фонд планируем. Ну и в том числе с помощью нижегородцев вы это будете делать. Мы об этом не успели с вами поговорить. К сожалению, наша беседа подходит к концу. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. А нашим слушателям напомню, на студии был министр туризма Астамур Логу, а мы говорили о развитии глэмпинга в Абхазии.